Здравствуйте, уважаемые зрители. А что ты улыбаешься? Маша уже улыбается, довольная, что рыбу готовит сегодня. Сегодня у нас, да, у нас сегодня щука такая. Вернее, две щучки. Очень много угощали нас. И дядя Миша, и брат. И я не знаю уже, в частности, вот именно эти щучки у кого. Но, во всяком случае, нас угощали рыбой. И у нас вот холодильника еще есть. И сегодня мы хотим показать. Вернее, вот много есть, много всего способов приготовить, как эту щуку приготовить. И в соленом виде, и в жареном виде, и уху сварить, и еще что-то там. Брюшко отрезать чисто. Брюшки щучки очень вкусные. Так мякоть. Брюхо, вернее, да, мякоть там очень вкусно получается, если чисто жарить вот только это брюшко. И котлеты можно делать. А мы сегодня хотим показать просто как мы дома готовим с Машей. Это ты надо мной смеешься или что? Нет. Я этого не вырежу, я специально поставлю в кадр. Просто как мы готовим дома. Это без... вкусно домашнее, да, наше. По-свойски, как говорится, по-свойски. Просто чисто щука, она не жирная рыба, а вот после готовки Маши она очень сочная, жирная и с пюрешкой идет на ура, да и можно и без пюрешки, она очень вкусная. Итак, начнем потом это все. Перво-наперво мы включаем плитку, нагревать сковороду, чтобы масло там и сковорода нагрелась. Щучка уже как бы все уже расчищенная, или как там по-русски, и помытая уже. Почему хвост убираешь? Хвост там вкусный самый. Хвост всегда я убираю. Отрезаем на порционные куски. Маша говорит, сегодня я буду комментировать. Ну давай, Мария Олеговна, комментируй. Я ничего об этом не говорила. Не говорила? Ну давай тогда я выручу тебя. Режем вот такие на порционные куски. И, наверное, скорее всего, ничего вот эти плавники не будем резать, да? Это же на котлеты, когда плавники режем, а так. Так вот это и вторая такая щучка, но это уже поменьше. Сковородка у нас, мы стараемся жарить на сковороде, которая наиболее вкусно получается на этой сковороде. Ведь, Маша, скажи, что не на каждой сковороде получается, например, вот рыба получается на определенной какой-то сковороде, блины на одном, на другой еще. Все, да. А у нас такая зелененькая сковородка есть, там рыба получается очень, очень вкусной. Я всегда прошу Машу жарить на этом. Ну что потом? Порезали, значит, на кусочки, а солить, да, что-то. Это во время жарки или как? Ты скажи, Маша, как ты делаешь? Вот? Именно чисто ты как делаешь? Как по-домашнему, по-свойски как делаешь? Я сразу солю и кладу. На сковороду, да? Да, на сковороду. А как? Вот прямо на руках солишь и, Да. и кладешь на сковородку, да? Прямо Если вот эти головы тоже, вот эти головы, очень вкусные, когда жаришь тоже. Но я не знаю. именно люблю. Да, Маша любит очень щучьи головы в жареном виде. Если на сковородку влезут, поставим тоже. Если не влезут, то уже второй раз или следующий раз. Или на уху пойдет вместе с... Угу. Вот. А масло уже нагрелось, да? Масло. Вот еще. Прямо вот так руками. Я видел в интернете у Марии Андреевны. Она в пакет все это соль доложила, рыбу в пакет и вот так и трясла.
Ну, мы как привыкли, так Я будем. Да. по-своему. Мария Олеговна, ну, как делает, так и показываем. Давайте. Это ты каждый кусочек будешь солить и сразу класть на сковороду, да? Я все по-своему делаю. Делай, Уже, делай. Вот как уже это, сама это и хочу показать, потому Как что рыба, сама приготовленная привыкла. Машей, очень вкусная. Очень вкусная. Так что сама привыкла. Вот наша рыба уже шкварчит на сковородке. Рыба по-простому. Никакого секрета нету, никаких прибамбасов там с приправами не занимаемся. Смотри-ка, Маша, щучьи головы-то не влезли. Не влезут, да, говорит? Ну, вот если останется на следующий. Да. Так, пару слов дальше, что будет происходить. На сковородку-то мы поставили рыбу, а пару слов, что дальше? Но потом переверну. Пожаришь Жарю, и... с одной стороны переверну и положу сметану. Но это уже будем показывать. Но. Сейчас с обоих сторон, значит, будем обжаривать, да? чуть-чуть, да. Чуть-чуть, слегка. Рыба, ребята, шкварчит. Очень вкусно. Вот такая сковородка. Она не чугунная, но они почему-то вот заметили, получается очень вкусная рыба. Рыба продолжает жариться, шкварчит. Ну, обжариваем не на очень сильном огне, да? На среднем огне, так видишь? Да. И слегка, вот уже чуть-чуть там цвет поменялся, уже Маша переворачивает эти кусочки. Блин, так классно смотрится уже, даже не готовая еще рыба. Так аппетитно вот этот кусок перевернулся. Вообще. Напоминаю, это простая речная щука. Это не с магазина щука. Буквально слегка уже, ну, как бы пожарили, слегка буквально, там минут, наверное, 3-4. И уже Маша добавляет сметану. Мажет такой На каждую рыбу. на каждый кусочек, да. На каждый кусочек вот ложит, кладет, вернее, сметану такую. Сметана, ну, у нас вот она, сколько там, 18% жирность, или 20, или 18. Сметану добавила Маша, значит. А затем что-то еще добавляешь, да? Там еще масло. А, сливочное масло еще. Грамм, наверное, сколько там? 60, наверное, да? Вот, ну, 3 кусочка поставила, где-то граммов 20, наверное, в каждом кусочке. Ну, чуть-чуть больше. И потом пусть. И что потом? Можно добавить еще чуть водички. Иной раз добавляю водички. А ты будешь сейчас добавлять водички? Или нет? Вот вроде бы хватает жидкости. Не будешь, значит. А накрывать надо чем-то? Да. А, накрываем крышкой и на малый огонь. На малый огонь. И ждем машину рыбу, да? Да, ждем. Все? Минут 15-20 и все. Но уже выглядит, ребята, суперски. Постепенно вот на мелком огне это все готовится. Рыбу уже сейчас переворачивать вообще не будем. Жарится рыба. Аромат такой со сметанным сливочным вкусом. Дома вкусный. И ждем рыбу. Вот так доходит у нас рыба на медленном огне. Очень вкусная, все приготовится.
Очень приятно смотреть даже. Заключительный этап мы добавили немножко огня, чтобы вот эта жижка чуть-чуть поменьше стала. И совсем скоро уже эта рыба будет готова. Готова наша рыба. Сейчас Маша будет снимать и покажет вблизи. Ну-ка, Маша, покажи вблизи. Как примерно там, что там в сковородке происходит. Да? Слишком... О, вот такая жижка там осталась. И рыба приготовилась. Сейчас это все будем на стол. Аромат, ребята, класс. А эта жижка можно хлебушек мухать и на пюрешку тоже. Сметанное масло. Сметана, масло, соль. Так, вот рыба, вот пюрешка. И вот так выглядит вкусно. Положи тебе хвостик, да? Ты Да, любишь я у нас люблю хвостик. Хвостик очень люблю. Вот хвостик. И вот эта жижка очень вкусная. Можно хлебушек мухать. Можно вот так поливать. И получается... Ой, у меня полный рот слюней. Получается это очень вкусно. Очень вкусно, ребята. Я уже... А рыба... Ну, конечно, она не без костей, но... Я думаю, она вкусная очень. Давай я тебе тоже угощу, нет, Маша? Горячие. Да я маленький кусочек. Горячие. Ой, вкусно как. Сказали, первая должна попробовать Давайте. хозяйка, да. Пожалуйста. И пюрешку сейчас подливай. Угу. Сразу косточка попалась, да? Да. Косточкой накормила. Ничего. Да тут косточек-то эти. Вкусно давать. Сочная, вкусная рыба. Да. Чик. Никаких косточек нету. Нету косточек. Есть вот. Это мелкие кости. У щучки они мягкие. Вкусно. Вот так. Буквально, ну скажем, 20 минут давайте. Но не больше. И рыба готова. И рыба готова, вкусная, сочная. Несмотря на то, что щука. Это получается, как у нас тоже в сметанном соусе, да? Да? Сметана, масло сливочное. И у нас Катюша не любит, кстати говоря, рыбу саму. А вот Макать. макать вот эту в жижку с хлебом, это вот это самое то. Она немножко соленоватая, вкусная. Вот. А я вот так буду есть. И Маша тоже будет ужинать. Маша пюрешку вечером не кушает, она чисто рыбу. Чисто рыбу. Я рыбку. Вот так. Ну все, ребята, вот такой простой рецепт показали вам. Это называется рецепт по-свойски, Домашний. по-домашнему, по-простому, без всяких таких прибамбасов. Но уверяю вас, очень и очень вкусно. Готовьте. Наверное, можно и магазинскую рыбу также, да, Квей? Да. Да? Минтай обычно он не очень так жирный, а со сметаной и с маслом Также можно так сделать, если очень жирно получится и вкусно. Все. На этом заканчиваем наш видеорецепт. Всем пока. Всем удачи. До новых видео, друзья. До свидания. Пока-пока.